Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем цикл передач про трудовые коллективы республики. Сегодня у микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Мария Новгородова. И в каждом выпуске нашем мы будем знакомиться с людьми и коллективами, которые ежедневно вкладывают свои силы, труд и преданность в своей отрасли. Выпуски будут посвящены историям, которые вдохновляют и демонстрируют, как совместные трудовые усилия помогают достигать высоких результатов. И открывает этот цикл предприятие «Булунское». Сегодня в нашей студии директор муниципального унитарного предприятия «Булунское» Руслан Семенович Лукин. Также вместе с Русланом Семеновичем в нашу студию мы пригласили заместителя руководителя департамента по водным отношениям и регулированию рыболовства Министерства экологии Прокопия Афанасьевича Кириллина. Здравствуйте. А также председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Республики Саха-Якутия Тараса Владимировича Амосова. Здравствуйте. День добрый. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию рассказать. Опять же, с вашей стороны тоже о предприятии МУП «Булунское». И первый же вопрос у меня к Руслану Семеновичу. Пожалуйста, расскажите нам о своем предприятии, какие у вас, когда оно начало свою работу, и в этом году у вас же юбилейный год. Еще раз здравствуйте. История нашего предприятия начинается в далекий 1961 год. Совхоз Булунский образован в 1961 году. И мы в этом году планируем достойно встретить юбилей 65-летия совхоза Булунский. Планируем мероприятие слет оленеводов в апреле, и будем награждать ветеранов и также рыбаков, оленеводов. И наше предприятие сейчас занимается оленеводством и рыболовством и охотпромыслом. На предприятии работает более 100 человек, из них 65 около это рыбаки, и оленеводы 30, и административно-управленческий персонал это 10 человек. И у нас ежегодная квота в среднем более 300 тонн, из них 90% это омуль арктический, 245 тонн. Остальное чир, репушка, нерма, муксун, шутр. А что найти каждую путину, каждый вот этот вот рыбоводный сезон, рыболовный сезон, вы должны добыть 300 тонн по плану. Да, мы добываем 300 тонн ежегодно. У нас рыболовные участки 32 рыболовных участка, также рыбопромысловые базы, есть цех первичной обработки есть на рыболовных участках, и в село Кисюр база есть, в село Сиктях тоже база есть. А средний возраст ваших работников? Средний возраст в основном у нас молодое поколение там до 35 лет, там порядка половина из рыбаков. 35-40 в среднем. И, конечно, в возрасте люди тоже есть. Там у нас ветераны тяжелая есть, артиллерия, это таких называют. Оленеводы и рыбаки. Как прошел для вас 2025 год? 2025 год, несмотря на все сложности, мы выполнили план по добыче рыбы. В порядке 250 тонн, 270-280 тонн мы выловили. Из них летом выловили 250 тонн, И по оленеводству тоже у нас коррализация вовремя идет. У нас, несмотря на все сложности, часто случаются нападки хищников, вот это основная проблема, но по рыболовству в основном у нас все нормально, все выполняем план. И по оленеводству мы построили оленеводческие базы, кораль построили. Также в 2026 году мы тоже планируем обновлять рыболовные участки, базы. Кто интересуется предприятием МУП «Булунское», их работой, их коллективом, можно вообще свободно подписаться на социальные сети вашего предприятия, где они, их пресс-служба освещает последние новости.
Насчет того, что вы там, да, вот эти вот базы строите, я читала в новостях у вас в телеграм-канале. А еще помимо этого я читала, что вы в прошлом году побывали в Японии. В Японии цель вашего визита и почему так далеко, так скажем. Да, вот в конце прошлого года я посетил Японию, да, там в Токио был и посетил там рыбный рынок Тойосу. Это самый крупный рынок в Японии. Ежедневно они отгружаются в рынке там порядка 1500 до 2000 тонн рыбы отгружается в этом рынке, ну, продается, да, на все азиатские рынки и внутри Японии. И также встретился и познакомился с ведущими компаниями в этом рынке. Это компания Китану Суицан, которые занимаются продажей тунца в основном, да, тунца. И также посетил торговое представительство Российской Федерации в Японии. И они сопровождали, помогали, да, тоже. А я так понимаю, что если вы там побывали, значит, у вас в планах выйти на международный уровень. На международный уровень он ознакомился с своими продукциями, там свои образцы не вез в Японию, там чисто буклеты, да, там представил, рассказывал, представил, там. Ну, они очень удивились, что есть такой край Якутия, да, и такие рыбы ловятся, там диких условиях, дикие рыбы. Экологически чистая продукция, да, хочется еще отметить. Они очень интересовались, но будем еще продолжать диалог в будущем, да, мы на данное время мы сейчас получаем экспортный номер в Китай, в КНР. 2 года подряд я вез образцы рыбы в Китай, там по разным предприятиям. Ну, интересуется тоже рыбой. Вот есть один клиент, который интересовался, он поставляет в Гуанчжоу, Шанхай, Пекин, да, в 300 ресторанов поставляют рыбы, да, вот, морской рыбы в основном, да, и они вот тоже белой рыбой интересовались. Ну, будем дальше разговаривать, как мы получим вот этот экспортный номер. Мы хотим уже в 2026 году выйти на этот пробный проект. Ну, хотя бы там одну фуру отправить, вот потом посмотрим. Конечно. Получается, что, в принципе, ваши объемы позволяют Паллади это сделать, выйти на международный уровень, помимо того, что вы еще внутри страны же, да, поставки ведете очень активно. Мы внутри страны уже это постоянно отправляем в Москву. В основном Москва берет вот у нас рыбу. И в Красноярске. И частичные города Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург такие. Белая рыба, Ден, объясним, да, пожалуйста, нашим телезрителям и радиослушателям, как она у нас разделяется. Белая рыба, Ден, это какой вид рыбы? Ну, белая рыба это просто общее понятие, да, у нас в основном сиговый вид, это омуль, муксун, нельма, чир, сиг, это сиговый вид в основном. Так, белая рыбица это нельму и осетраж, да, считали белой рыбицей. А сейчас в основном сиговые виды, Якутии востребованы, да, вот как Руслан Семенович сказал, большой спрос есть в Центральной России у нас в регионах, потому что до Сибири, в сибирских реках запасами сиговых видов рыб очень туговато сейчас. Объемы снижены в связи с переловом, да, и так далее. Поэтому в этом отношении конкурентная способность поставщиков сиговых видов рыб в Якутии, она намного больше. То есть они, как говорится, основные поставщики вот таких пород рыб. И у меня давайте сразу к вам вопрос будет. По поводу перезаключения договоров с рыболовецкими участками, которые сейчас у нас же в федеральном законе изменения вносятся, хотелось бы побольше бы этой информации узнать. Да, действительно, с 1 сентября прошлого года в федеральный закон внесены изменения, да, согласно этому изменению все рыболовецкие хозяйства, которые имеют закрепленные рыболовные участки, обязаны перезаключить свои договора. То есть после перезаключения срок действия договоров пролонгируется автоматом еще на 20 лет. Без участия в торгах, аукционах. То есть государство такое право дает.
пользователям, да, которые сейчас рыбачат. Но, тем не менее, возникает много вопросов. Первое, это перезаключение, оно платное. Формулы, они расчетов все утверждены по федеральным постановлениям. И большой вопрос подняли в связи с финансовой нагрузкой, да, на рыболовецкие хозяйства, в связи с этой кампанией по перезаключению. Ассоциации многих регионов внесли предложение, чтобы рассрочку этих платежей сделать, чтобы нагрузку поменьше делать, да. И сейчас еще дополнительно по предложению Камчатского края, да, первый платеж он перенесен на 1 октября 2026 года, то есть оплачивать они сейчас рыбаки не будут сразу, а после первой путины они будут уже первый платеж вносить, то есть по рассрочке где-то 25% от стоимости перезаключения. Это постановление работает у нас с 1 января этого года, то, что перенесли срок оплаты, да, поэтому считаю, что государство в этом плане пошло навстречу рыбакам, да. Ну, это опять-таки в связи благодаря предложению регионов, ассоциаций, совместной работы, усилий и так далее. Ну вот, мы сейчас занимаемся, Министерство экологии принимает заявки сейчас по перезаключению по договоров на озера и мелкие реки. И Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства принимает заявки на крупные реки. Это Поленье, Индигирки, Колыме и Анабару. По этим рекам пользователей. И итого всего у нас 900 договоров, это по рыболовным участкам должны перезаключить до 1 июня этого года. Осталось срок такой законодатель у нас поставил. 5 месяцев осталось. 5 месяцев оставил, есть, и заявку все промышленные, ну вот рыбаки, которые занимаются промышленным рыболовством, подают до 1 апреля. Вот такие сжатые сроки, поэтому вот то, что Руслан Семенович говорит, финансовая нагрузка у нас там большая сейчас. В связи с этим вот такие нагрузки определенные есть для рыболовецких хозяйств в этом году. Федеральный закон? Ну да, закон. Ну, зато договора пролонгируются. Да. Ага, еще 20 лет они спокойно могут пользоваться рыболовными участками. Ну и плюс то, что оплата, да, вот там поэтапно вносится, да, 1 октября, Да, потом еще 25% там, по-моему, до декабря им день какое-то разделение. Ну, через год после заключения договора. И на 3 года. Да, вот часть, на 3 части разбили, на 4 части. А коренных малочисленных народов? Как это будет? Они будут перезаключать договора тоже, но бесплатно. У них платежа нету. Бесплатно будет перезаключивать. Ну, к Дальнему Востоку в любом случае какое-то более-менее, мне кажется, мягче надо подходить, да? И к нашему региону в этом плане тоже, мне кажется, надо мягче подходить, учитывая наши территории, климатические условия. Все особенности в том, что страна у нас одна, закон один, поэтому для всех вот эта норма прописана, да? Все пользователи анадромных видов рыб, то есть в основном там лососевые виды. Это Дальний Восток, там сотнями тысяч тонн добывается, большие хозяйства, большие возможности финансовые, да, они могут как-то вот оплачивать, да, и так далее. Вот эти нагрузки. А вот по отношению наших рыбаков к анадромным видам рыб интересно вот относится арктический омуль. То есть наравне с лососями, да, наш арктический омуль тоже попал в этот перечень и регулируется одним законом, одной статьей. Поэтому попали под эту норму, как говорится. И все должны перезаключать и оплачивать за перезаключение по единому расчету, формуле. Федеральный закон. Да. Один, уже там никак не... Каких этих не было. Но все равно плюсы есть. Там пролонгация идет, и социальная нагрузка, ну вот социальная ответственность возрастает рыболовецких хозяйств.
Ну а сами рыболовецкие хозяйства как настроены? Тарас Владимирович, расскажи, пожалуйста. Ну, я хотел бы еще немножко поправить. Сюда поближе к микрофону, пожалуйста. Потому что это относится не только к анадромным, да, есть еще и промышленные хозяйственные предприятия, которые у которых нет. Пресноводным видом тоже. У них нет, допустим, квот на омуля и так далее. Это тот же Усянский улус, да, допустим, на Колыма и так далее. Они все равно подпадают под это действие этого закона. То есть даже если у тебя, допустим, тот же чир, пелет и так далее, ряпушка, даже если у тебя омуля нету, то все равно при перезаключении вносит ту же плату. Просто у анадромных есть повышающийся коэффициент на 2, да? То есть сумма еще умножается на 2. И добавлю, да, извините, перебью. Особенности пользователя анадромных видов рыб арктического омуля в том, что они еще дополнительно перед заключением заключают соглашение о социально-экономическом развитии прибрежных сел, где расположен их рыболовный участок. Поэтому я говорю, что ответственность социальная возрастает. Да. И особенность анадромщиков. Соглашение подписывается с главой республики, каждое хозяйство, и дополнительно еще с муниципальными образованиями. И это тоже определенные финансовые обязательства в размере 10% от федеральной платы. Ну, такие вот условия. Соответственно, сейчас вот каждое хозяйство уже, конечно, мы этот вопрос с прошлого года муссируем. Хорошо, что все-таки федеральное правительство пошло навстречу и, конечно, со стороны министерства, со стороны правительства и анадромной комиссии там вопросы поднимались, и, к счастью, и, соответственно, конечно, большой плюс, что на 3 года рассрочка, да. До этого первый то, что, не первый вариант, который был подписан, уже утвержден, там была единовременная выплата стояла, все регионы России в этом плане, конечно, выступили вместе, и все-таки удалось пролонгировать на 3 года, соответственно, сейчас 25%, потом до конца года 15%, и последующие годы там по 30%. Соответственно, в течение 3 лет надо этот вопрос закрыть. Уже хозяйство, в принципе, планирует. И, конечно, приходится уже авансовые договора уже заключать, с нашими поставщиками. В основном, конечно, это центральные регионы России, основные покупатели. Республика, конечно, покупает, но в основном, конечно, маленький объем. Да, небольшой объем. Рыбаки в этом плане работают. Очень многие хозяйства открыли свои небольшие магазины. Уже 5 или 6 хозяйств уже в городе имеют свои розничные торговые точки, где они непосредственно продают свою продукцию. Поэтому, каждый выкручивается, каждый старается минимизировать расходы, увеличить выручку. Это как всегда и бывает, да. И, и хотелось бы, конечно, более стабильности, что ли, чтобы с таким слишком таких перетурбаций не было. Допустим, заплатили и 20 лет, чтобы нас не трогали. Хорошо, 20 лет, да? Получится, не получится, не знаю. Тарас Владимирович говорит словами рыбаков всей республики. Да, и, конечно, хотелось бы, поднапряжемся, наверное, будем думать, 3 года хотя бы в ноль выходить, но свои обязательства перед государством выполнить, выплатить вот эти пошлины, налоги, и, соответственно, потом, чтобы государство нас 20 лет не трогало. Было бы очень хорошо. И, кроме этого, конечно, есть определенные нюансы по искусственному воспроизводству. Могу, Нас еще хотят, есть такой вариант, что постановление правительства Российской Федерации есть пункт, обязывающий хозяйства, которые занимаются допустим, Убунское, у которых есть анадромные виды рыб, тот же омуль, еще и заняться искусственным воспроизводством. Вот про это мы поговорим буквально через несколько минут после рекламы, Тарас Владимирович. Вот так вот мы поговорили уже 20 минут.
Реклама. Ага, вот буквально до ухода на рекламу мы обсуждали, так скажем, в нашей вот беседе, Тарас Владимирович, о том, что вам предлагают перейти на искусственное, опять же, да? Размножение. Ну, это немножко про проблему расскажу, а потом уже как бы коллеги продолжат. Ну, кроме вот обязательства по перезаключению, там еще есть дополнительное обязательство в том же постановлении правительства о том, что те, кто занимается надронными видами рыб, вот тот же Мубулунская, да, они еще и должны заниматься искусственным воспроизводством. Что это означает? Это означает, что, допустим, омуля выловили, и, соответственно, сколько омула выловили, столько и, ну, чтобы компенсировать выбытие этого омуля, должны выпустить личинки. Но это все-таки немножко другое. Мы этот вопрос поднимали в том плане, что наука рыболовная, рыбохозяйственная выделяет квоты, вот тому же Мубулунску, ну, всем рыболовецким хозяйствам, а эта квота считается, исходя из того, что выделенная квота не наносит ущерба окружающей среде. То есть Мубулунская выловили 200 тонн омуля, он поймал эти 200 тонн омуля, и, соответственно, он этим не наносит вреда. Если бы он, допустим, 1000 тонн ловил бы, то вред бы, может быть, и был бы, да, по мнению науки. Выше выделенного. Да, выше выделенного. А то если ты в рамках выделенного объема, допустим, тоже 200 тонн там, или 100 тонн, 10 тонн ловишь, то, соответственно, ты ущерба не наносишь. Мы этот вопрос поднимали перед правительством, перед Восточно-Сибирским территориальным управлением, и вот Руслан Семенович в командировке вот в декабре вот от имени ассоциации заходил в НИРО, ну, Всероссийский научно-исследовательский институт океанографии и рыболовства. Вот немножко, наверное, расскажет именно по этому вопросу. Как они вообще реагируют, да, вот на это и смотрят? Встреча была важной и своевременной, да. Мы ставили самые важные вопросы для рыбной отрасли в Якутии, да, так как это... Мы встретились с Евгением Николаевичем Дариновым и обсуждали вот вопросы, да, вот, во-первых, это вопросы по запасам рыбы в Якутии, не только в реке Лена, но и Яна и Индигирка. Мы ставили вопрос, чтобы запасы обоснованно изучали, и ну, планируется в 2026 году снижение на 10% на омуле, да, вот, это на 120 тонн по реке Лена. Это очень большой объем для нас. А объемов вылова. Да, объемов вылова сократили. Мы с этим не согласны, мы поэтому ставили вот этот вопрос, чтобы... Потому что вот последние 8-10 лет активно, ну, объемы увеличиваются. Мы заканчиваем раньше путину, да, вот, и рыбаки уже простаивают. И во-вторых, вот по выпуску личинок мы тоже вставили вопрос, что Якутия это на общий котел как-то вот они по всей России, по Дальнему Востоку вот подняли вопрос, что надо выпустить личинки, да, мы с этим тоже не согласились и вставили вопрос, чтобы этот пункт убрали. Ну вот Евгений Николаевич тоже согласился и даже удивился, что в Якутии тоже попало под общий котел, да, и мы будем это изучать и обсуждать, и потом рекомендации дадим в Росрыболовство, сказали. И в-третьих, мы бы тоже, вот мы предлагали, что давайте совместную экспедиционную изучение запасов, да, чтобы было, да, мы со стороны рыбаков, рыболовецких хозяйств, мы готовы на сегодняшний день обеспечить ГСМом, да, вот перевозками, там, ТМЦ, даже вплоть до авиабилетов, вплоть до жильем, да, предоставим жилье, там, встретим в Якутске, там, дальше на рыболовные участки. Там. Чтобы они сами наглядно увидели, да, наши расстояния. Мы готовы сотрудничать. Не, с учеными. Ну, чтобы изучили комплексно, именно вот это запасы омуля. Вот. И вот ждем решения. Мы надеемся, что
наука станет в сторону рыбаков в это сложное время для в России, да, вот там, потому что вот рыбаки работают, поддерживают государство, поэтому мы очень надеемся. Ну, год только начался, ждем ответа, да? Да. И, конечно же, к вам вопрос по поводу, чтобы исключить вообще из списка Якутию. По искусственному воспроизводству, да, обязательства. Да, мы этот вопрос не раз обсуждали, да, здесь и в рамках комиссии, да, с участием коллег. И в Совет Федерации мы направляли предложение нашему сенатору Сахану Милановичу Афанасьеву, да, предложение. И, как говорится, он внес предложение в комитет, когда заседание было в комитете по природным ресурсам Совета Федерации. И этот вопрос услышали все, в том числе и Росрыболовство, и Головная наука, Институт рыбного хозяйства, и внесли в свое решение, чтобы рассмотреть этот вопрос о невключении некоторых регионов, да, в рекомендации науки, чтобы не обязывать заниматься искусственным воспроизводством наравне с прибрежными рыбаками, которые ловят сотни тысяч тонн лососевые виды рыб. У них совсем другие условия, другие объемы, и нельзя сравнивать под один котел, как говорится, вводить все регионы, да, включая Якутию. Дополнительно есть понимание, общее понимание, да, что необходимо уточнить то, что написано в законе и в постановлении федеральном, да, там написано, что, ну вот как сказали, договор пользования рыболовным участком для анадромных видов рыб включает 3 обязательства. Это первое, обязательство пользователя заниматься искусственным воспроизводством водных биоресурсов при наличии рекомендаций научных учреждений. То есть научное учреждение – это Всероссийский институт рыбного хозяйства. Вот как раз Руслан Семенович с ними и встречался. Этот вопрос поднимал. Общее понимание есть. Второе обязательство – это произвести производственный контроль на своих рыболовных участках. То есть они обязаны будут, уже, наверное, уже организовывается, да, общественные инспектора своего работника, либо наемного работника, чтобы охраняли рыболовный участок от браконьеров, так скажем. И третье обязательство – это обязательство по участию рыболовецких хозяйств в мероприятиях по социально-экономическому развитию прибрежных сел, ну, своих сел. Да, допустим, Руслан Семенович, в основном участки ваши находятся на территории административного села Кюсюр, с администрацией села Кюсюр и Кисиктях они будут соглашения заключать и участвовать в мероприятии по благоустройству села. То есть там, не знаю, там уличные столбики, детские площадки, ну вот какая возможность там финансовая будет, они это будут сами определять. Ну, это тоже хорошо. Свои же будущие рыбаки там живут. Их семьи. Молодое поколение. И хочу отметить, что в последнее время, да, вот радует то, что в рыболовецких хозяйствах много молодежи появилось. Молодые ребята, вот на северах, когда ездили, да, все, в основном молодые ребята, там половина точно. И в Аллайхе, ну, в Аллайхе немножко отстают по этому замене поколений, да. Ущанский район, Булунский район, там в основном молодежь. И другие районы тоже подтягиваются, сейчас молодежь привлекают. Ну, это говорит о том, что хозяйства более становятся стабильными, финансово самообеспеченными, поэтому молодежь и подтягивается. Ну, это и непосредственно от руководителей предприятия зависит, как они там работают со своими работниками, да, какие условия предоставляют. Вот недавно вы сказали оленеводам, да, премию. Да, кстати, вот. Делают тоже. По 100 тысяч рублей. Да, чистая инициатива такая. Добытого волка. Ну, они же поголовье защищают, конечно, да. Буквально сколько там в последней вчерашней новости 7 волков у стада номер 4 заметили. Да. Вот поэтому то, что радует, молодежь подтягивается,
подтягивается, потому что руководство внедряет новые технологии. Сейчас мы отошли от подвальной, так говорится, рыбы, да, и здесь везде в крупных рыболовецких участках стоят шоковое заморозка оборудования. То есть это в свое время было по линии программы Минсельхоза Республики внедрено, да, и в основных участках сейчас стоят это вот такие оборудования, которые показали, да, свою эффективность, несмотря на дополнительную нагрузку на себестоимость рыбы, но все-таки сегодня покупатель в первую очередь смотрит на качество продукции. Да. Качество поднимаешь, закупочная цена поднимается, ну вот, реальная становится. И за счет этого, как говорится, маржа, да, увеличивается. И дошли до международного уровня. Да, говорится. Вот, опять же. Ну, в планах есть это международный уровень. Это, конечно, амбициозная цель, но мы к этому идем. Конечно, все впереди. 65 лет, да, и сейчас будет МУП Булонская, юбилейный год. Да, столько лет уже проработали. Один из самых старинных рыболовецких хозяйств. По Якутии. Вот, Тарас Владимирович, у вас юбилейное мероприятие ваше. Еще у кого предстоит юбилейное мероприятие? Ну, если считать из старых вот этих, ну, вот, самых старших, да, предприятий, это есть тоже в Булонском районе рыбколхоз «Арктика», «Артель», да. Он действует давно, после войны, наверное, или со времен войны уже там заготавливали рыбу. Это поселок Быковский, да, самая северная точка республики, населенный пункт. И так во всех районах, в Ущанском районе тоже есть там хозяйства. Но они сейчас в свое время распределились по более мелким общинам, да. Сейчас у них более общинные. По общинам распределены рыболовецкие хозяйства. Вот в Булунском, интересно, в основном вот, МУП, муниципальное предприятие, ну, бывшие колхозы, да? Да, у нас в нашем районе и МУП Приморский тоже есть, который занимается рыболовством. Таймылырский есть. МУП тоже. Тоже муниципальное предприятие. И МУП Булунский. Больше у них развито муниципальное вот это предприятие. И, конечно, индивидуальные предприниматели тоже есть, и общины есть, и вот «Артель» хоз, да? СПК, да, СПК, АЛГС, Ксюрский фактур, ну, такие организации есть. В Колыме, допустим, в селе Походский есть СХПК Походский, да? Ну да, бывший совхоз Походский. И Турварген, это Колымская. Ну, все равно изменения временные сказались, по-моему, на всех предприятиях. Это костяк, адаптироваться. Скажем, костяк совхозов бывших. Да, все совхозы были. Потом вот ГУПы, МУПы и дальше вот общины. И Бендигирки тоже, вот, тоже в Русско-Устье, да, и Аллаях тоже бывшие совхозы. Ну вот вы же сказали, что предстоит 900 договоров-то заключить. Это же, посмотрите, какой объем. 900 договоров. И хозяйств где-то 160 у нас, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Ну, у нас вообще рыбная отрасль представлена одним большим количеством предприятий. В Якутии? В регионе. В некоторых регионах там немного, 20 максимум рыболовецких хозяйств, которые держат крупные квоты. А у нас в свое время вот Управление водными биоресурсами Министерства охраны природы при распределении квот, они пошли очень хорошее дело, да, работа, опять-таки, это показывает хорошую работу с местными администрациями, да, распределили квоты и участки местным, только местным, которые раньше там исторически добывали рыбу. Они быстро-быстро создали общины или там индивидуальными предпринимателями становились и закрепили свои эти. Ну, в основном местные. 95% это местные в районах. Держат квоту и участки сейчас. Вот так. Ну, работы предстоит много. До 1 июня. Да, ну, ежегодно вылов у нас составляет около 6 тысяч тонн добывается этими хозяйствами. Это намного, больше стало за последние 10 лет, да, люди стали, более организованные хозяйства стали, да, то есть благодаря тоже внедрению новых технологий, шоковой заморозки и так далее, рыба качественная стала, хозяйства стали больше внимания уделять качеству
И вот освоение квот, соответственно, и вылов увеличился на сегодняшний день. Ну и можно сказать и с твердой уверенностью, опять же, да, сказать, что у нас экологически чистая продукция. В любом случае, опять же, да, там, ну, я очень сомневаюсь в протоке, там в любом случае, наверное, какие-то искусственные все равно вот эти вот. Ну, искусственным рыборазведением у нас занимается Чернышевский рыбоводный завод, это флагман на сегодняшний день по товарному рыбоводству, да. Но это уже в другой, наверное, эфир. Да, это другой эфир, для них обязательно он будет посвящен. Тоже хорошее предприятие. Тарас Владимирович, еще придете. Я знаю, это Василий Александрович. Рыбоводы тоже есть, кроме рыболовов. Если смотрят, привет. Да, прямой эфир можете обязательно. Тоже очень трудолюбивые такие. Да, мы за ними тоже сидим. Инициативные люди. Ваши планы сейчас? Вот вы к юбилею будете готовиться. До этого вы еще с размахом провели Мукбулунское День рыбака. Вот давайте буквально на минуточку расскажем про День рыбака, а потом о плане, который юбилейный год вы уже себе поставили. В 26 году у нас амбициозная цель — это встретить достойно, да, юбилейный год. Да, мы хотим летом провести тоже День рыбака, да, вот. 2 года назад мы его провели тоже масштабно, да, вот призовой фонд был 3 миллиона рублей. Но за первое место, да, там была лодка «Волжанка» с мотором, да, 4-тактным мотором было. А за второе место там тоже мотор был, там 40-й мотор был Gulfstream. На третье место там 30-ка мотор был, тоже Gulfstream был. И вот спонсором мы выступили, как всегда, нас поддерживает Алмаза Набара, руководство Алмаза Набара, да, спонсором выступили, и АТЛК выступила, и САМУ Булунское, и рыболовские хозяйства ООО «Байкал», СХПК «Устьяна» и Чондон. Чобул, то есть, Чобул, и индивидуальный предприниматель Александр Габышев, да, он тоже хорошие призы выставлял, телевизор там такие выставлял, и да, мы в этом году тоже планируем провести так юбилей, да, юбилейный день рыбака и юбилейный день слета, то есть юбилейный слет оленеводов, да, там это тоже в марте, да? В апреле. Тоже генеральным спонсором выступит Алмаз Набары, и будем искать тоже спонсоров и планировать тоже призовые. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Наша беседа подходит к концу. Буквально все эти минуты так быстро, да, пролетели. Да. Казалось, что будет долгая беседа. С юбилеем вас наступающим. Приходите в гости еще раз. Мы будем вас ждать. Спасибо. И до встречи. Вам спасибо огромное. До встречи.